Колыхнулось поле, конопли до плана. Вот идут по полю двое наркоманов. Все идут с мешками к плановому полю. Хоть немножко плана унести с собою. Поле, мое поле. Уф, наконец-то доехали. Запарился, честное слово. Вот это дорога там, бля. Куда бы машину оставить? Где тенек? Где тенек? Туванчик, тушканчик. Наконец-то. Наконец-то мы на месте. Сено высохло. Хрустит, трещит. Так и просится, чтобы его это сено Олег собрал. Ну вот. Ладно, буду отдыхать. Раздеться надо. Ну вот, ребят, я приготовил быстрый обед. Сейчас 3 час времени. Что-то я перегрелся, или я не знаю, или перебор. Я не... Блин, на сон тянет. Прям вырубает. Сейчас я съем. Разбавил доширак. И еще из... Как сказать... Из помидоров приготовил салат. Вот такой быстрый обед. И я, наверное, сейчас где-то часик посплю. Просто если этого я не сделаю, я не буду никакой. Надо пообедать и просто отдохнуть, поспать. Вот. Комары где-то залетают. Не успеваю я. Салат с майонезом. Ничего больше не добавил, только соль. Ну и доширак еще. Много не ругайте за это. Нормальная еда. На скорую руку. Очень даже неплохо. На готовку уйма времени уходит. Этот разбавил. Готово. Варить, может, вечером буду. Ну, так и так что-то придется приготовить. А сейчас я ем вот все это, что я приготовил.
Получился вот такой маленький стог сена. Это на подстилку для тулана пойдет сено. Уже последний поход, когда будет на УАЗике по снегу, вот тогда и увозу. А сейчас пока пусть полностью сохнет. Вот, уже вечереет. Время уже 6 час, наверное. Или 5 часов. Я где-то часик повалялся, потом комары заколебали. Не знаю, где залетают. Не могу это отверстие найти. Но где-то они все время залетают. Раптором вроде травлю их. Потом где-то минут на 15-20 полное затишье и снова 1, 2, 3. Тулан места не находит. Жарко ему. Ну и территория. Вот лодку я здесь оставлю. На этом походе я что-то решил. Вчера хотел закинуть донки, но сегодня я посмотрел на речку, в каком состоянии. Воды нету, глубины нету. Я не знаю, куда закидывать даже и донки. Короче, не буду я возиться с этой лодкой. Смотрите, где эта река. Чтобы, скажем, спустить лодку там, подниматься. Я, короче, решил без донок обойдемся. Следующий поход, думаю, уже буду спускать эту лодку. Вот. А в принципе все чисто, аккуратно оставляем до следующего года. В следующем году также буду я убирать. В этом году, первый год у меня получилось, что я этим занимался один. Вот. Стройматериал подготовлен тоже. Это в августе буду строить беседку. Вот сейчас я, наверное, что-нибудь на ужин буду готовить. Не знаю только что. Или макароны, или еще там салат у меня есть. Суп не хочется. Короче, буду думать. Таламе. Искусали тебя за эти дни. Решил сварить макароны. Честный продукт. Ну и там закусочка у меня есть для гарнира. Я уже макароны отварил. Сейчас еще добавлю растительное масло, не жалея. Ну и вместо сковороды, блин, такой жар, офигеть. Макароны. Всему голова, второй хлеб, как картошка. Ух, блин, так жарко. Одним словом, вон, макарошки на огне. Жар, офигеть. Тут можно на шашлыки жарить. Как угли будут. Шашлык, башлык. Тарай. Макарон дофига. Мне и тулану хватит. Отдельно ему варить уже сейчас не стану. Поделюсь макаронами. Тулана. Он тяжело ходит, на ноги у него от того, что мало бегает, там все лето в вольере, пробежался и ему ногам больно. Не знаю, не с привычки. Герсек по-нашему называется. Мясо цыпленка я еще сюда добавлю. О, для наваросточки.
И будет ширли-мырли. Самое то. Ну что, попробуем. Очень вкусно. Буквально 2 минуты еще на огне подержу. И можно уже ужинать. Ну вот, пришло время ужинать. А время надо посмотреть. 17:54. Короче, сейчас поужинаю. И я еще съезжу на машине. Хочу поставить пару сеток. Порыбачить сетями. Нормально, вкусно получилось. Сегодня закину сетки, а завтра уже проверю. Ну, как, не буду проверять, а все я обратно соберу. И завтра уже поедем обратно домой. Я хотел еще одну ночь, но нет. Сегодня переночую и уже, в принципе, что хотел, я всю работу сделал. Всю работу сделал и завтра поедем. Да. Поэтому сегодня сетку хочу закинуть. Может, на одну жарку хоть рыба попадет или нет. Ну вот, ребят, я на озере закинул пару сеток. Лодку тут оставлю. Озеро большое. Одного утенку видел. Такой большой уже. Но не летает вроде как. Переплыла озеро. Только одну штуку видел. И все. Тут мелочь тоже плещется. Не знаю, что-то попадет, нет. Короче, идем к машине. Он догоняет. Здесь яма хорошая, я уже яму не стал переходить. Ну и машину здесь оставим. 1,5 километра примерно, наверное, до избы. Пешком лучше пойду. Тут я объезжал. Вот так, ребят. Так, машина никому не мешает. В принципе, кабину только закрою. И борта еще закрыть. Ну все, кабину закрыл. Борта закрыты. Пойду пешком. Завтра у меня тут, в принципе, лодка. Завтра все заберем. Сети, лодку. И уже на машине спустимся. Вот. Понятно, если вся дорога вот такая. Но там очень грязно. И объездная, там вообще объездная ужас. Корни. Я на первом пониженном там проезжаю. На самом пониженном. Так. Завтра по пути заберу. О. На себе тащить не стану. Это на избу Береста. Ладно, там оставлю.
Вот так, ребят, я и отдыхаю. Приедешь в избу, дел не проворот. Нормально отдохнуть никак не получается. Все время что-то делаешь. Вот сегодня с 3 часов утра. Ну, часик где-то там. После того, как пришли с похода. Ну, после того похода шишки собрали. Но мне стало плохо чуть-чуть. Я не знаю, от жары или я не знаю, что у меня. Что-то голова заболела и на сон тянуло мне. Даже спазмалгон выпил. Вот. А так, сейчас нормально. Вот жару я тяжело переношу. Сейчас прохладно, хорошо. Пока светло, еще не стемнело. Она уже как бы 12 часов, наверное, вчера я просыпался. И уже, считай, белые ночи уже прошли. Еще тут 2 штуки оставил. Короче, ни хрена уже не выпадает. Проморгал. Тулан искупался. Там старится. А, Тулан? Пошли. Вообще реки не осталось. Раньше, блин, такой поворот тут был, такая глубина тут была. Здесь что творилось? Река высохла. Зимой уже, блядь, который 3-й год, наверное, пробовал даже в эту весну, в марте. Ни хрена рыба не берет. Почему так? Место-то идеальное тут для рыбалки. Сейчас хорошо плещется там мелочь. Плотва или кто там. Или верхоплавки. Да. Есть что вспомнить, ребят. И не только у нас, вот река становится как, я не знаю, очень мелкая. Везде так. Высыхают реки. Последний поворот до избы. Вот тут объездная проходит стороной. Там на УАЗике очень, медленно надо ехать. Потому что очень много пней. А дорога раньше вот тут была. Вот остатки этой дороги. Немножко осталось. Фу. Буксуют тут. Сейчас кто на моторке ездит, ходит. Там вообще мелко. Там вообще высохло. Остров я показывал. Тоже перестала тут рыба зимовать. Он там плещется, мелочь. А зимой уже, который тоже 3 года, наверное, уже вообще не ловится тут. В эту весну тоже пробовал, бесполезно. Вот колея старая. Остатки колеи. Смывает весенняя вода. Считай, 4-6 метров уже берега ушло. Вот. Потом стена леса, будет лес потом в речку падать. Ну вот, ребят, 2-й день уже позади. День закончился. Немножко поснимал, чем я был сегодня занят. Это был поход за кедровыми шишками. Немножко убрал сена. И
Ну, еще вот сейчас с вечером сходил, съездил, поставил сети. Вот. И сегодняшнюю съемку буду заканчивать. Встретимся завтра. И завтра будет продолжение этого похода. И также завтра я поеду обратно домой. Так что я отдыхать. Сейчас, ребят, 8 часов 56 минут. 9 часов. С 3 часов утра уже бродим. Сейчас пока. Встретимся завтра. Ой. Всем привет, ребят. 23 июля, утро. Сегодня я спал нормально. Вчера хреново спал, сегодня вообще огонь спал. Ну, я смотрю, сегодня с утра уже облачно становится. Не знаю, может к дождю или еще. Ну, роса есть, хорошо. Кофту одел. У меня на 58 минут осталась карта памяти, так что много снимать не стану. Так, отрывками. Сейчас я буду варить чай. Чай попью. Даже завтракать не стану. И схожу за сетями. Ой, хорошо. Вообще огонь спал сегодня. Выспался капитально. Сейчас время где-то 6 час. 5 часов я будильник делал, не смог встать. Прям вырубало она. Я бы еще повалялся, но надо уже вставать. Так что утро начался. Приятного вам просмотра. Роса как здесь шумит. Хорошо. Ну все, трудовой день начался. Я иду к УАЗику. Сейчас попил чаек. Свежей заваркой, так свежую заварку заварил. Такой утренний завтрак у меня. Чай с хлебом был. Идти, как и говорил вчера, примерно 1,5 километра, не больше. Но сегодня какая-то погода вообще, не знаю, что-то похожее на штиль перед бурей. Что-то в этом роде. Может быть, даже испортится погода. УАЗик стоит в целости и сохранности. Все хорошо. Клон там учуял. Так, ребят, я уже на избе, сходил за водой, хотел разжечь костер, но совсем уже погасло. Но думал, угли там, да ни хрена не загорелось. Сейчас я покажу улов, что попало за ночь. Тут береста вчерашняя. Это дело. Ну вот. Вот она рыба. Хорошая щука попалась. И так, 3 плотвы, еще 6 штук. Плотва крупная. Плотва крупная, потому что ячея у меня тоже крупная. Если попадет, то уже нормальная рыбина. Вон хорошая щука. Хорошая уха будет. Вот и все. Вот такой улов. Это ламе. Лодка огонь, ребят. Лодка огонь. Мне так понравилось. Я катался уже по реке и по озеру сегодня катался. Ходил. Вещь. Действительно, я угадал. С размером. Размер самое то. Он легкий. Я передвигаю его, блин. Я еще буду о нем говорить и только думаю положительное. Вообще, мне очень понравилось.
Брал его интернет-магазин Лодка России. Ссылка в описании. Вот так. Ну, чуть позже я его сполосну. И, может быть, даже еще на тот берег схожу. Морожку там тоже посмотреть надо. Хотя там уже людей очень много ходили. Там слухи-то есть у меня. Как бы общаемся с людьми. Знакомые. Эту бересту я здесь оставлю все. В этой избе пусть будет. Вот. А сейчас, наверное, костер надо разжечь. И эту рыбу почистить, чтобы не испортилась. Ну и дальше по расписанию. Каждым разом, ребят, когда начинаю себя увереннее чувствовать. Тула! На этой лодке. Раньше боялся, сомневался, боялся. Пошли! Вон там кто-то тоже есть в избе. Тоже, может, ягоды собирают. Лок, тулами. Лок, лодья, лок. Лок. Лок, kan du sätta. Лок. Давай, лок. Пошли. Ой. Пошла жара. Пошла жара. Лох. Лох тула, лох. В тени оставлю по советам подписчиков. Опа. Вон чаги сколько. Свежая чага. Ну, мелкая еще. Но этот кусок можно уже взять. Ну, туда. Дошел я до болота. Вон она. Сейчас глубже зайду. Может, там что-то найдем. Смотрите, ребят, сколько клюкв в этом году. Вот это да. Очень много. О, видите? Появляются ягоды морожки, мелкие. Что-то тут совсем пусто. Там не спелый я штук десяток нашел. И здесь совсем они уже переспелые. Ё-моё, смотрите, сколько клюквы. Вот это да. Клюквы в этом году до хрена. Вон. Очень много. Что-то перебор уже переспелый.
Остатки сладкой. Выбирать не приходится. Буду собирать подряд все, что попадет. Потому что их нету практически. Очень мало. Да и следы кругом. Это уже остатки. Ходили тут, собирали уже. Вон, и несколько раз уже тут проходили. С той стороны люди идут. Оттуда идут. Короче, конкуренция очень большая насчет ягод. Да и во всем, что на рыбалке, что еще. Охотников до хрена рыбаков. Ну что, ребят, ну где-то уже миллилитров 400, наверное, я набрал. Спелые они вообще. И до меня уже тут собирали. И я соберу, и после меня еще, возможно, можно собирать. Потому что, знаете, вот, ты смотришь, эта ягода еще не спелая. Это уже почти спелая, созревая. Ну, отходит уже хорошо. Берем. Вот здесь тоже вот спелая она. И 5 штук неспелых еще осталось. Это означает то, что, ребят, как бы я соберу, и через неделю можно прийти и снова собирать. Процесс созревания, как сказать, идет постепенно. Не все сразу вот разом там спелые стали и уже все. А этот процесс тянется. Вон. 3 штуки взял, 3 штуки осталось. Вот так. Этот берем, этот оставляем. Этот берем, этот тоже берем. Эти 3 штуки оставляем. Так что черника также. Вроде бы смотришь, она уже синяя, уже все. Пришел время собирать. Но попадаются кустики, где еще, даже и она не красная, она еще до сих пор белая. Он также, процесс идет постепенно. Вот здесь вот, блин, больше половины еще, все она еще как бы незрелая. Приходится все оставлять. Вот. Все еще не спелые. С чем это связано, не знаю. Вроде место одинаковое. И некого взять еще, они как сырая картошка. Очень твердые. Знаете, вот я в августе приеду собирать уже чернику. Если хорошая цена будет, может тоже на сдачу буду собирать немножко. А в основном у меня планы, конечно же, набрать для себя, чтобы заготовить для себя, пить морс из черничный. И вот когда я приеду в августе, я пройдусь по этим местам, и я уверен, еще я наемся этой морожки. Потому что очень много осталось еще не спелой. И они постепенно будут созревать. Болото шикарное. Вообще обалдеть. Так, погода становится душным. Какая-то вот духота. Солнце выглянуло, и все. Как-то вот все с утра стало. С утра как бы было прохладно. А сейчас вот, ну, тяжелый воздух. Вот. Вот так смотришь, где-то есть, где-то нету. Не скажу, что очень много. Ведро-то не наберешь. У меня в планах, как говорил, хоть пол-литра набрать. Но я уже почти набрал. Тулан вон там лежит.
Так потихоньку. Люди собирали, но после них еще осталось. Понимаете? Вот ты пройдешь, собрал вроде уже чисто. На обратном пути по той же тропинке идешь, снова ягоды. А это потому что не замечаешь. Они под кустиком где-то вот так стали. И с одного ракурса ты просто их не видишь. А с другого ракурса ты уже замечаешь их. Вон они. Ягоды спелые. Вот не спелые также остаются. Вот. Сладкий. Не стараюсь сегодня есть. Я вчера этого наелся, когда шишки собирал. Ух, прямо опьянел я от этого. Столько наел. Ел там, блин. Тоже там много ягод видел. Крупные и средние. Прям даже жалко оставлять. Вот тут все оставляем. А там вот спелые, крупные. Жалко было оставлять. Вот смотрите, сколько еще незрелых. Все это оставляем. Может кто-то другой соберет. Может в августе удастся еще покушать. Также птицы клюют. Птицы клюют. Слышу, вот вороны тут недалеко кричали. Это они тоже, наверное, не брезгуют. Они тоже этим питаются. Все живое, что в тайге. Они сейчас морожку кушают. Медведь, наверное, сейчас основная пища для него. Вот это морожка. Ну и черника созревает. Вот. Ну, для себя вот собираю, чтобы сдавать, конечно, бизнес хороший. Можно на ягодах деньги хорошие тоже делать. Но и надо силы и здоровье, поясница крепкая, чтобы была. Остеохондроз, чтобы не мучал в этом еле. С остеохондрозом, ну, можно, конечно, набрать, собрать. Ненадолго богатым станешь. Но и все деньги пойдут на лечение. Так что я как-нибудь без этого. Сами угостимся. И мы будем довольны. Жена даже говорила, что придется купить. Дай, говорю, я съезжу, посмотрю, проверю. Если уже нету, будем покупать. Ну, набрал достаточно. А хранить мы его не станем. Конечно, в морозилке можно хранить. Но лучше, думаю, лучше съесть свежим. Вот ты собрал и свежее съел, и все. Не надо хранить там годами. Как Ленин там лежит у некоторых. Знаете, вот хвастаются. У меня еще утка там. Знаешь, пол холодильника уток. Мне это вообще как-то странно. Ну и лежит, как Ленин ваша утка. Вы добыли утку. Надо сразу, как бы, пока свежее, надо все это съесть. И новое добывать. А не хранить там годами. И хвастаться, что там у вас дичи навалом. Рыбы там еще. Ну, ловят и, как сказать, ой, как выразиться это. Блин, ну не могу подобрать слова. Лучше, ребят, немножко, но почаще. Как жена мне говорит, тоже Викторовна.
Не надо, говорит, месяцами там в лесу жить. Ты, говорит, выезжай почаще. Понемножку и почаще. Так и есть. Да-да-да. Опять болтаю. Гигабайты сжигаю. Ладно, ребят, немножко еще покружусь тут. Вот я прошел и там опять снова я вижу. Они как-то с одного места не видно, а с другого места вот замечаешь вон там. Не скажу, что много там. Есть. Вот. Потихоньку все равно набирается. Вот голубика. Он как черника, но он, как сказать, тоже сладкая ягода. Не зрелая еще. Вот столько получилось, ребят. Ну, блин, больше полулитра, наверное. Спасибо, Болото, тебе. Очередной раз нам морожку дала. Вот капкан у Олега раскиданы. Вот такие дела. Ладно, пошли к избе. Так, я, ребят, возле временного холодильника. Сегодняшнюю тоже сюда. Ну вот. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Осталось набрать. Пока тут оставлю. Здесь холодно. О, хорошо. Тут, ребят, кто-то ходил, похоже на медведя. Вон он, следы. Куда-то туда и идут. Я и смотрю, я думал, тут кто-то собирал ягоды. Вон. Тут медведь живет. Или просто проходным как-то прошел и все. Тут густой лес, густая тайга. Ну, морожка набирается. Мелкая, конечно, но лучше тоже, чем ничего. Другого варианта нету. Уже переспелая, уже все. Ну, собираю потихоньку. Вон там кучка очередная. Очень жарко, надо было воды взять. Пить хочется. Ну, уже все созрело, уже тут как бы многие уже начинают сохнуть, высыхать. Издалека смотришь, вроде ягода нормально, подходишь, а он там уже коспеченча. Ну что, ребят, мы уже на избе. Сбор ягод закончили. Чуть позже я покажу, сколько я набрал ягод. Сейчас я буду убирать эту лодку. И еще раз хочу отблагодарить тех зрителей,
кто дал советы мне насчет сидения, весла, что вот, скажем, с двумя веслами удобнее будет ходить на этой лодке. Я пока пользуюсь одним веслом, но я уже начинаю понимать, что, скажем, на дальние расстояния, скажем, от одного конца озера до другого конца озера нужно два весла. И в следующий раз, может быть, даже уже буду пользоваться двумя веслами. Вот. Ну, сейчас я это все буду собирать. Еще раз хочу сказать также, что 2 метра длиной лодка для 2-метрового мужика, как я, 1,86 м у меня рост, вполне достаточно, и я себя чувствую очень комфортно. Вот. Модель 270 заказывал, ребят, заказывал лодки России. В описании ссылка будет, где я заказывал, в каком интернет-магазине. Большое огромное спасибо тому, ну, несколько человек мне, как сказать, дали совет насчет этого клапана. Смотрите, воздух не выходит. За 1,5 суток, уже почти 1,5 суток у меня вообще воздух не выходил. Первый раз, когда я надувал, у меня шланг отсоединял, сразу начал воздух выходить. Оказывается, вот этот клапан у меня открыт был. Сейчас я также открою. Все элементарно просто, оказывается. Все открыл. Здесь также открываю. Это для тех новичков, как я. У меня первая, как сказать, ПВХ лодка, и я в этом деле, конечно, тоже. Вот. Я не знал, честно слово, не знал. Вот сейчас я открыл. Все открыто. Все хорошо. Блин. Я не знаю, что ответить. Просто я в восторге от этой лодки. Удобный. Видели, как я переходил речку. Я 2 дня уже ходил по озеру. Закидывал, как сказать, сети. Вообще благодать. Так что с выбором я угадал. Именно с размером тоже. Вот. Много болтать не стану. Гигабайт там у меня осталось на 15 минут съемки. Я уже собираюсь. Чайник поставил. Как бы нагрею. И чтобы посуду помыть. Убрать всю эту территорию. Где-то вот там с юго-западной стороны гром гремит. Может, туча будет. Дождь. Сейчас я все это дело буду убирать. Так, ребят, сейчас покажу, что я набрал. Вот эту морожку я набирал первый день приезда и сегодня утром, ну вот столько, наверное. Вот. И сегодня, ну блин, почти одинаково. Тут, наверное, килограмм 3, не меньше.
по весу. Он вообще он переспелый уже, спелый, сочный, самый вкусный. Вот, ну примерно, наверное, 7 литров где-то у меня получится за 2 дня сбора морожки. Вполне достаточно, нам хватит, все, шабаш. Я не думал, что столько наберу. Ну и еще собрал вот столько черники. Пробно так попробовал. Это 50% спелые, 50% еще красные, зеленые. Вообще, ну, вот из этого мы сделаем морс, быстрый морс. А чтобы в запас или сдавать, блин, даже не думать об этом еще. Очень рано. Ну, смотрите, сколько мусора. Но он невкусный еще. Морс, конечно, сделает, но скажу вам, вот, вкусное. Вот это уже спелый, настоящий. Вот такой урожай мне тайга далась в этом походе. Я очень рад, доволен. В следующий раз уже будем собирать чернику, грибы и в дальнейшем уже клюкву. Вот так. Я уже посуду помыл, сейчас костер потушить, и чай попить, и газку. Уже вон там туча вот так прошла. Короче, с северо-запада все тучи поднимаются и идут. Ну, Тулана покормил, он довольный. Нагулялся, набегался тоже. Жарко ему. Ну, он доволен, как и я. Мы свою задачу сделали. Сено заготовили, лодки покрасили, стройматериалы приготовили уже в следующем походе, в ближайшие, ну, в августе, как получится. Фиг знает, как жизнь покажет. Но в планах, конечно же, эту беседку новую построить, какой-нибудь тоже. Без прибамбаса, без ничего, самую простую. Вот. Ну что еще? Все, буду собираться. Ну вот, ребят, все я уже убрал. Все чисто, в чистоте порядка оставляю. Тут тоже порядок. Дрова есть, все есть. Дверь открытым оставим. Все, чтобы дышало, изба, чтобы дышала. Знаете, вот. И там у меня подполье все насквозь продувает. Потому что уже сами видели, если будет у вас плесень, очень трудно от плесени избавляться. И я позапрошлом году с Денисом, старшим сыном, все эти венцы менял. Вот, не хочу, чтобы это повторилось, эта плесень. Я сейчас круговую оставляю открытым все. Тулан отдыхает. Здесь все чисто, порядок. Вот такой поход был у нас. Поход сенокос 2022. Ну все, поехали, Тулан, домой. Доехали до места, где я денники собирал. Тут дорога уже нормальная, ништяк. Основное проскочили. Да и сейчас подсохло. Там, короче, где сейчас проехал, там дождливый год, дождливая осень. Вообще очень много буксуем, ездим. Вон там изба, где я консервы ел.
для вас фильм снимал. Вон та изба. Прямо у дороги недалеко. Вот, ребят, я проехал последний такой участок, где очень много грязи, лужи. Мы уже подъезжаем домой. Хочу вас отблагодарить за ваши просмотры, кто досмотрел весь фильм «Поход Сенокос 2022». Ну и ждите новые фильмы. Буду заканчивать. Всем пока и будьте здоровы. Ждите новые сериалы от Олега.